9 мая в Якутске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самый любимый горожанами праздник в этом году начинается с 11 часов. На площади Победы пройдет военно-патриотический парад. В это же время в 11 часов с площади Ленина выдвинется бессмертный полк, количество участников которого с каждым годом становится больше. Исторический парк «Россия. Моя история» подготовил к празднику для горожан и гостей столицы тематическую экскурсию «Огненные годы», квест-игру «Вперед к победе», выставки «Герой», «Герой России», какими их не видел никто, и тематическую фотозону. Выставки будут работать до 16 мая. Музейный комплекс «Моя история» поздравляет всех с праздником Победы и приглашает на следующее мероприятие, которое у нас будут 8 мая. Это концерт социальными партнерами исторического парка для всех желающих и прежде всего для ветеранов войны и тыла. В честь празднования Дня Победы с 7 по 12 мая исторический парк «Россия. Моя история» дарит всем гостям бесплатный вход в постоянные экспозиции мультимедийного комплекса. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу, но основное действо будет сосредоточено именно на площади Победы. Парад, выставка боевой техники, праздничные осохи, конкурс рисунков на асфальте, концерты и, конечно же, торжественный салют Победы. Он отгремит в 10 часов вечера. На этом празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не оканчивается. 10 мая на площади Победы будет дан старт эстафеты «Знамени Победы». В торжественной обстановке на площадь прибудет знамя и будет передано в руки представителей Горного Улуса. В районах будут встречать торжественно Знамя Победы. Во всех школах будут проводиться классные часы, разные мероприятия, концерты, акции и торжественное вручение в соседнем Улусе. Знамя пройдет победной эстафетой по всей республике, где состоятся торжественные церемонии и встречи Красного Стяга и чествования ветеранов. Совершив почетный круг по всем районам Якутии, знамя вернется в столицу накануне Дня Победы 9 мая следующего года. Всех горожан, всех ветеранов, всех школьников, всех молодых людей приглашаю участвовать в таком важном и очень торжественном мероприятии эстафеты Знамени Победы. И, пользуясь случаем, хочу всех поздравить наступающим праздником Победы над фашистской Германией. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был установлен на крыше нацистского парламента нашими красноармейцами, стал символом героизма, мужества и подвига нашего народа. И в наши дни оно обретает особую значимость и силу, объединяет в себе благодарную память миллионов наших соотечественников, искреннее стремление сохранить и передать потомкам бесценную память о павших и дань глубокого уважения живым героям, нашим ветеранам. Они вместе освобождали Крым с двух разных направлений и встретились только под Севастополем при штурме Балаклавы. Илья Махначевский сначала не поверил своим глазам. Не может быть! Неужели Алексей из Якутии, из родного Мегино-Кангаласского района? Леха Тимофеев! Земляк обернулся, и в следующее мгновение они горячо обнимались, хлопая друг друга по плечам. Завтра, 27 апреля 1944 года, бой за Балаклаву. Они долго сидели, курили, вспоминали родные места. В Якутии уже тепло,
снег почти везде растаял. Наверное, солнце уже рассыпало по полям множество своих маленьких солнышек, подснежников. Казалось бы, что может связывать наш суровый северный Якутск с далеким южным Севастополем? Вроде бы ничего, а на самом деле многое из глубины веков. Это якутский полк, бесстрашно воевавший в первую оборону города в Крымской войне 1854-55 годов. Это и улица Якутская, названная в его честь более 100 лет назад, и подводная лодка «Лароса», которая служит России на Черном море благодаря шефству нашей республики. А главное братство на крови, участие якутян в битве за город русской славы в Великой Отечественной войне. 96 сынов земли якутской сделали здесь свой последний вдох. Нам нужно было найти могилы якутских солдат. И помогли в этом руководители объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко и Александр Запорожко. Они радушно приняли нас у себя дома, и мы вместе искали места захоронения наших земляков, сопоставляя привезенный список с объединенной базой данных, книгами памяти и другими источниками. Мы слушали взволнованный рассказ Александра, как они занимаются этим благородным и нелегким делом много лет, как раскапывают места кровопролитных боев до сих пор, как проваливается при раскопках рука, и порой не понять, чего в траншеях больше – человеческих костей или сырой земли. Поисковики мечтают, чтобы все, безвестно канувшие, обрели свои имена и вечный покой. Есть такое поверхностное понятие патриотизма. Где-то покричать, помахать флагами, там, я за это, я за то. А есть настоящие патриоты, которые всю свою жизнь посвятили какой-то теме, связанной с Отечеством, связанной с его людьми, с его историческими деятелями, событиями, в том числе и с Великой Отечественной войной. Все-таки согласитесь, что Великая Отечественная война и до наших дней – это наиболее яркие страницы действительно патриотического духа русского человека, советского человека. Это один из районов Севастополя – Балаклава. А вот на месте этих виноградников шли ожесточенные бои, и после освобождения Балаклавы наши войска пошли на штурм Сапун-горы. Там Сапун-гора, а за ней Севастополь. И мы сейчас едем в Балаклаву. Там 27 апреля 1944 года погиб рядовой отдельной Приморской армии наш земляк Алексей Николаевич Тимофеев. Там он захоронен в братской могиле. Это Марина и Александр помогли нам установить, что наш земляк из Мегино-Кангаласского района захоронен в братской могиле возле школы на восточной окраине Балаклавы. Даже место и ряд указали. В срочном порядке мы заказали и установили памятную плиту нашему воину. Как положено, поставили фронтовые 100 грамм и угостили героя якутскими оладьями. А родную землю рассыпали по братскому кладбищу с благодарностью всем, кто не дожил до победы. Еще 6 воинов-якутян мы нашли в другой братской могиле под Севастополем. Мы договорились с Мариной и Александром, что они попытаются отыскать места захоронения всех якутских героев по нашему списку. Тогда у родных и близких из Якутии появится надежда поклониться им на крымской земле. И, может быть, когда-нибудь в Севастополе гордо вознесется к небу якутский мемориал, на котором будут высечены имена всех, кто не вернулся домой. Бой за Балаклаву был страшным. Фашисты сильно сопротивлялись, но отступили. Короткая передышка. Илья взял с собой побольше табаку, чтобы встретиться с земляком. Долго искал его. Нашел. Алексей лежал с пробитой грудью. «Леха, Леха, вставай! Проснись!» Илья трепал его за плечи. Из глаз капали скупые мужские слезы. Еще в Севастополе нас не покидала одна мысль. Но неужели во всей Якутии не осталось живых хотя бы одного героя-севастопольца? И после долгих поисков мы нашли его, Илью Аполлоновича Махначевского в поселке Балыктах Мегино-Кангаласского района. Ему 91 год, но выглядит по-боевому. Он штурмовал Сапун-гору и участвовал в уличных боях в Севастополе. Воевавший в составе 4-го Украинского фронта,
после Севастополя прошел с боями Болгарию, Румынию, Австрию. Стрелок-пехотинец Илья Махначевский получил 3 тяжелых ранения, но остался жив. В том же районе, в маленьком поселке Петровка, мы разыскали родных Алексея Тимофеева, могилу которого нашли в Балаклаве. Его племянники, Матрена, Александра и Владимир, встретили нас очень искренне и трогательно. Мы держали в руках довоенные фотографии Алексея, потрепанные временем письма и похоронку. А теперь они знают, что у их дяди Алексея Николаевича Тимофеева есть свое вечное место на земле, за которую он отдал жизнь. Раскручивая в Севастополе ленту памяти, мы узнали намного больше, чем ожидали. Именно там мы впитали в себя истинную суть, возможно, для кого-то банального или даже потерявшего смысл, слова «патриотизм».